Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как и почему вспыхнула квартира на улице Лукина в Казани. Было, говорит, очень темно. Черный дым вылез. В огне погиб кот. Покажем мужчину, который лишился свободы за 3 неоплаченных штрафа на сумму в 2300 рублей. Ремень читаем госномерами, ремень и застрахован. А также задержание пьяного водителя такси Прижмитесь, пожалуйста. и нетрезвый водитель большегруза едва не порвал газовую трубу. Это и не только прямо сейчас. Квартира сгорела в одном из домов на улице Лукина. Предварительно возгорание началось с балкона. Хозяев дома не было, огнеборцы получили сообщение от соседей. Прибыв на место, зашли в квартиру через окно. Там нашли бездыханную кошку. Попытались ее реанимировать, но попытки оказались тщетными. Было, говорит, очень темно. Черный дым вылез. Там на 2-м этаже. Напуганы были все от мала до велика. Дети снимали пожар на свои мобильные телефоны и плакали. Черный столб дыма поднялся до самого верхнего, 10-го этажа. Соседи, увидев объятый пламенем балкон на 2-м этаже, позвонили в пожарную службу и попытались достучаться до погорельцев. Но в квартире людей не было. Смотрите, на работе я была. Кто вам сообщил? Соседи сообщили? Ну да. Вы не думаете, что это все-таки какой-то окурок, может, как Ну, у предварить? нас там сетка и застекленный балкон. Пожарные зашли в квартиру через окно, выломали дверь и потушили возгорание. На полу они обнаружили бездыханную кошку, вынесли на улицу и на глазах очевидцев попытались ее реанимировать. Они ей дали вот эту вот штучку, чтобы она дышала. Но попытки не увенчались успехом. Огнеборцы выбили балконную раму и выбросили горящие вещи на улицу. Полностью выгорел балкон, а квартира была вся пропитана гарью, копотью и залита водой. От нее пострадали и жители этажом ниже. У нас, конечно, затопило. Во всех комнатах у нас текут эти стены. Как считается, сколько примерно вот? Я не знаю, я не эксперт. Соседи надеются договориться с погорельцами. Говорят, отношения у них с ними хорошие и не хотят, чтобы после этого они испортились. Помимо того, что была полностью затоплена квартира на 1-м этаже, пострадали также балконы на 3-м, 4-м и 5-м этажах, а также все квартиры в подъезде пропитаны запахом гари. Несмотря на то, что возгорание началось с балкона, погорельцы исключили попадание окурка с верхних этажей. А очевидцы тем временем предположили, что загорелся холодильник, который был на балконе. Однако выяснить точную причину возгорания предстоит пожарным дознавателям. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, Вызов 112. На 3 дня лишился свободы 24-летний водитель «Опеля», который не оплатил 3 штрафа за нарушение правил дорожного движения. За то, что управляет средством «Опель», за ремень читаем госномерами, за ремень и застрахован. В отношении вас будет составлен 3 протокол по статье 2025. После чего судом будет принято решение. Общая сумма была небольшая – 2300 рублей. Мужчина говорит, что он о них даже не знал. Административные штрафы по каким основаниям оплачиваны? Пришли на госуслуги, где штраф не отображает, по такому не выписали, еще дали нам. Хорошо. Но закон по таким причинам от оплаты штрафа не освобождает. Оплатить их нужно в течение 60 дней. При этом, если сделать это в первые 20 дней, то сумма штрафа сокращается вдвое. Мужчину доставили в отдел полиции, затем в суд, который в качестве наказания арестовал мужчину на 3 дня. Причем оплатить штрафы все равно придется. Срок оплаты административного штрафа в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составляет 60 дней. Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, в течение 20 дней позволяет оплатить административный штраф в полсуммы. Неуплата административного штрафа в установленный законом срок образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, и влечет административный арест до 15 суток. Водителя такси с явными признаками алкогольного опьянения задержали автоинспекторы на улице Королева в Казани. Мужчину заметили, когда он, шатаясь, выходил из магазина на улице Декабристов у Северного вокзала. Сел за руль автомобиля и поехал. Его догнали и остановили, но подчинился он не сразу. Сначала хотел избежать как встречи с сотрудниками ГИБДД, так и ответственности. Но когда понял, что не получится, остановился. Он отказ написал. 35-летний водитель такси от прохождения медицинского свидетельства не отказался. Говорит, смысла нет, все видно и так. Этим вечером не работал, пил.
Нет, какой нет. Я сам как клиент ехал, вон, забил, домой. Этого мужчину автоинспекторы, едущие в противоположном направлении, увидели выходящим из магазина на Декабристов у Северного вокзала. Походка была не твердой, и на их глазах он сел в машину и поехал. Мне еще, мы про тебя заметили, сзади план. Я тут я от вокзала еще туда поехал, и там круголя, ты вот сюда приехал. Здесь, на улице Королева, сотрудники ГИБДД его и догнали. Прижмитесь, пожалуйста. То, зачем ехал, употребил тут же. Терять было уже нечего. Живет, говорит, недалеко, в нескольких минутах ходьбы. А за добавкой поехал на машине. Просто не привык ходить пешком. Но вскоре, вероятно, ему предстоит на срок от 1,5 до 2 лет превратиться в пешехода и искать новую работу. Такси было основным источником его дохода. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. Сильно нетрезвого водителя большегруза, который едва не сорвал газовую трубу, остановили жители частного сектора на улице Первая Вольная в Казани. Причем успели это сделать в самый последний момент, когда грузовик, намотав на себя электрические провода, протянутые по улице, кузовом уже врезался в трубу и изрядно ее помял. До полного разрыва газопровода оставалось совсем немного. Таким гостям жители частного сектора на улице Первая Вольная были не рады. Двое нетрезвых мужчин и сами не прочь были уйти, но вариантов не оставалось. Их задержали прямо на месте. Открой лицо и покажи людям. Они заехали на улицу Первая Вольная на грузовике. По словам местных жителей, зацепили и сорвали электрические провода. Они были обмотаны вокруг всей машины и, поворачивая на улицу Повстанческая, чтобы выехать на основную дорогу, врезались в газовую трубу, изрядно ее помяв. Очевидцев этого было много. Он пытается назад включать, у него опять вперед идет. И вперед давит, я вижу, что он давит вот газовые трубы. Я думаю, сейчас взрыв будет. Вот. Тут дети рядом, все. Осознав, что дальше пути нет, а назад выехать просто не смогут, и водитель, и пассажир бросились на утек. Их пытались задержать. Я стукнул, я не буду скрывать. Этого товарища, он упал здесь. Он стал говорить, я мимо прошел. Я пока за этим толстым побежал, это уже убежал. Обоих мужчин очевидцы прекрасно запомнили, и когда они вернулись за машиной, задержали и уже не отпускали до прибытия автоинспекторов. Кто в итоге за рулем был? Он. А вы согласны, что были за рулем? Не был. А по вашей версии, кто был за рулем? Он? Он был за рулем, а тот сидел рядом. Я видел лишний его за рулем, да. А этот товарищ сидел рядом. Я его лично остановил. Я говорю, стой ты сносишь газовые трубы, ты стой. Он пытался 3 раза переключаться назад, он не мог, у него не получилось. Сам 33-летний мужчина не отрицал, к грузовику имеет непосредственное отношение. Приехал на нем из Нижнего Новгорода работать тут на строительстве автомагистрали. Не отрицает, что этим вечером пил прямо на работе, но за рулем, говорит, после этого не сидел. Да, на работе выпил, да, а он за руль сел. Его 44-летний товарищ уверяет, за рулем не сидел с 2006 года. Тогда лишили прав, остановив пьяным за рулем. Права восстанавливать не стал. Говорит, когда-то с товарищем работали вместе на стройке, но давно не виделись, не было повода. Теперь не работают. Говорит, был дома, когда к нему приехал приятель. Оба живут рядом на соседней улице. А он приехал трезвый или пьяный? Ну, выпивший. Нет, он к вам приехал. Нет, выпивший был. Уже приехал? Да. Не знаю я, насколько он пьяный был, я идти его не могу, как говорится, проверить. Дома выпили еще, а потом решили покататься без цели, просто поколесить по городу. Ездили недолго, минут 10. Круг просто сделали и И обратно к вам домой поехали? Да. Просто покататься, что ли? Говорит, садиться в машину к пьяному водителю было не страшно. О том, что могут что-то повредить, не думали. Сам пострадать не боялся. Машина большая. Вот. На грузовике, как выяснили автоинспекторы, ездить было вообще нельзя. Даже в трезвом виде. Машина снята с учета. Машина попала, Санек был за рулем. А вы, говорите, на ней работаете, да? Да. А как она с учета снята? Как вы на ней работаете-то? Молча. Очевидцы написали, кого именно они видели за рулем грузовика. Автоинспекторы предложили 33-летнему мужчине пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови. Он согласился. Все, хватит. 1,189 миллиграмм на литр.
В ближайшее время его ждет суд, лишение прав и наложение штрафа в 30 тысяч рублей. Да и забрать машину со штрафстоянки будет не так просто. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.